Барс Медиа представляет. Дома смотрели с семьей. Честно, переживания были. Это вообще у него был такой, как бы сказать, если бы он проиграл, то было бы сложно получить следующий контракт в UFC. По воле, как говорится, Господа нашего Всевышнего. Ну так, победили мы. Конечно, было много радости. У меня телефон просто разрывался. Ну, вот такие вот ощущения были радостные. Он до боя где-то за час вообще он не перестал выходить. Он нас предупредил об этом, сказал, что я вот пошел разогреваться, и поэтому встретимся, я напишу после боя. Да, вот бой закончился где-то через, наверное, полчаса, наверное. Минут 20 он вышел на связь. Уже до этого мы видели уже интервью, мы до этого знали, да? Да, уже результаты. Мы прямой эфир смотрели с семьей. Прямой эфир смотрели. Вообще я изначально ему первый отправил голосовое сообщение, сказал: я поздравляю. Я ему сказал: ты нас порадовал всех. Всех нас порадовал. Потому что до этого были комментарии, и много кто был за, чтобы мы победили. Так оно и получилось. Я ему это сообщение отправил, потом он мне: да, папа, говорит, он у нас человек такой верующий. Да, папа, с Божьей помощью мы победили этот бой. Конечно, все это на радость всех сопровождается. Вот так. Да, я в тот момент, в 93-м году, я еще не жил, мы здесь не жили еще. Мы жили в Курдаево, здесь Казахстан. Мы родом оттуда. Я на тот момент работал в совхозе, был водителем. Такая новость пришла, что у нас родился сын. Конечно, домой. Потом вопрос стал: имя, какое имя дадим? А у него есть окулята Рафаэля, там, в Казахстане. Окулятаса сказал: давайте я назову Рафаэлем. И вот на этом мы согласились, и он стал Рафаэлем. И все вот так вот. Этот день никогда не забуду я. Вообще я хотел его сделать, чтобы он был хорошим опером. Не получилось так, что он не стал работать в милиции, поэтому он ушел по спорту. Знаете, даже я не знаю, его мечта открылась после того, как мы переехали в Бишкек. Я уже понял, я уже стал видеть, что парень начал задумываться о чем-то. У него перед ним какой-то выбор стоит. Вот он выбрал спорт по окончанию Академии МВД. Он выбрал спортивную карьеру и вот ушел по спорту. Знаете, как это получилось? Мы переехали в 2005 году с Курдая сюда, в Бишкек, в связи с моей работой. Потому что ездить было невозможно. Это просто человек устает. Мы переехали сюда, а в ДСК, в 7-м микрорайоне, там была секция, насколько я знаю. Но он мне сказал, что: папа, я хочу вот на секцию. Я говорю: какую? Он говорит: тайский бокс. Я говорю: сходи, посмотри, понравится. Там рядом буквально 100 метров. Он сходил, пришел, говорит: нравится. Я говорю: если нравится, ходи. Без внимания. Никакого значения я этому не придавал, что вот он должен быть спортсменом. Я хотел, еще раз повторюсь, я хотел, чтобы он был хорошим опером.
Сыном милиционера быть очень сложно. Это знают все, и все меня поддержат. Конечно, строгость, не такая, что рукоприкладство. Нет, ребенок должен понимать с одного взгляда. Вот, например, Рафаэль меня с одного взгляда до сих пор понимает. Я не такой уж строгий человек. Но если что-то мне не нравится, я могу всегда сказать, сделать замечание своим детям, своей жене. Да, счастливый. Он вырос в нормальной семье, это в первую очередь, где был всегда достаток. И я считаю, детское счастье заключается в том, что есть мама, есть папа. Что мама с папой, конечно, это до определенного уровня. Что мама с папой там, в 5-летнем, 6-7-летнем возрасте могли в выходные дни позволить себе, скажем, внимание уделить ребенку, съездить в цирк, в парк, походить там, покушать мороженое, чтобы он... Этому я уделял внимание, потому что я приезжал домой раз в месяц, и дети меня ждали. И я делал. Потому что знал, что дети скучают. Конечно, он и получал. Да, как и все мальчики, наверное, он маму, папу всегда признавал и признает до сих пор. Мама у нас домохозяйка. Старшая дочка у нас бортпроводница. Она работает в аэропорту Манас. А младшая еще школьница. Мы, конечно, хотим, чтобы она сделала выбор, куда дальше идти учиться. Но пока еще вопрос на этом еще не стоит. Почему-то еще молчит. Не могу понять, что она хочет. Да. Вот семья простая у нас. Я сам на заслуженном отдыхе. Когда раньше я ему говорил за это, я ему говорил, что Рафаэль, просматривай ролики своих соперников. Он говорил, да что их просматривать? Чем просматривать эти ролики? Выйдем, будем драться, там посмотрим на месте. Хорошо, я сказал, все. Не стал больше ничего говорить. А после дебюта, когда дали соперника Магомеда Мустафаева, я смотрел, он опытный, крепкий парень, да, и дать сразу такого сильного бойца дебютанту, честно говоря, я тогда не понял. И тогда я ему опять задал вопрос. Я говорю, парень крепкий, парень опытный, мало-немало уже в UFC дерется. Там 2 года простоя, это еще не значит ничего. 2 года простоя, это значит 2 года отдыха. Организм отдыхает, клетки заживают, кости срастаются. Он тогда мне сказал, да, что я буду, пап, смотреть, выйдем да подеремся. Все, вышел, и такой дебют получился у него. Наверное, после этого он помыслил, подумал, что и команда подошла по-другому. И вообще вот эти последние 2 боя команда по-другому подходит к боям. Я вот начал смотреть, видеть это. Они стали более серьезнее относиться к этому. Я не могу сказать, что команда плохо сработала. Нет. Это один удар. И все. Один удар. А секретов нету. Есть фундамент. Это тайский бокс, который заложенный с юного возраста, с 10, с 11 лет. Это очень хорошая школа, чтобы продолжать дальше спортивную карьеру в ММА, надо, я так считаю, мое мнение. Каждый спортсмен должен быть таким. На ринге, в семье он обычный гражданин. И чтобы и в гостях, и в городе, в парке он должен вести себя, как все граждане. Не ставить себя, что там я силен чем-то. А на ринге уже надо быть другим человеком. Я считаю, спортсмены должны быть именно такими. Вы знаете, с детства. Я это стал у него замечать.
Он стал ураза держать, ему лет 13 было. Задает мне такие вопросы, религиозного характера. Я, конечно, что знал, как знал, отвечал, а что не знал, конечно. Он сам, особенно после окончания Академии МВД, он прям по-другому стал к этому относиться. Я знаю, что он не пьет, не курит. Я никогда этого не видел, не замечал в нем, что запах какой-то был, или сигарет, или спиртного. Никогда не видел, не замечал. Рафаэль, он сам в спорте самостоятельно добивался своих успехов сам. Никто его за руку не вел никогда, и наставников у него нет. Может быть, есть какие-нибудь советчики, которые когда-то правильно, может быть, посоветовали. Но конкретно наставника нет. Он мне рассказывал, и то уже спустя год-полтора, наверное, он мне рассказывал, я видел, что тяжело. Я как-то раз у него спросил, я говорю, тяжеловато тебе там? Он говорит, так, папа, нормально. В Таиланде, за его трудности в Таиланде нет, а за его трудности здесь, в Кыргызстане, можно за это, я могу сказать. Здесь один момент такой произошел, он был брошенным спортсменом. Просто бросили его. Бросили и близкие друзья, по спорту, которые отвернулись от него. В чем было дело, как это было, я даже знать не знаю и, честно, знать не хочу. Это случилось еще во время Академии МВД. А потом, когда он уехал в Таиланд уже, что говорить, молодой парень, любит хорошо, вкусно покушать. И здесь приезжает в чужую страну. Как со слов его, он говорит, что брали в храмах, там бананы кушали, ананасы кушали. Может быть, и кушали, я соглашусь с этим. Потому что любой человек, когда приезжает в чужую страну, испытывает трудности. Но эти трудности не были таким ударом, чтобы он не стерпел, скажем, этот удар. Он этот удар выдержал. Пока был один, было нормально. Потом, когда, конечно, он приехал, уже сюда женили мы его, и он уехал с семьей, и стали рождаться дети. Бывали трудности, конечно, бывали. Но я, конечно, переживал. Я ему не говорил, возвращайся. Я ему почему-то сказал, если ты уехал, делай до конца. У тебя 5 лет. За 5 лет, если ты что-то сделаешь, не сделаешь, тогда возвратишься домой. У тебя есть 5 лет. Обычно это время дается для любого мужчины. Если зрелый 25-летний парень уехал в чужую страну, за 5 лет, если чего-то не достиг, то надо возвращаться на родину. А если уже за 5 лет ты что-то где-то просвет, то это уже надо дальше идти по этому пути до конца. Особо так жертвовать и нечем. Я уверен в том, что у него там все нормально. У нас здесь в семье тоже все нормально. Я просто могу сказать, что он жертвует собой. Травмы на ногах. Они у него были уже давно. И он еще и 2 боя провел. Да, 2-3 боя провел с такой травмой. Первый раз, я, например, в данный момент волнуюсь, да? Конечно, в первое время, наверное, какие-то волнения. Я сейчас сижу, с вами разговариваю, у меня какое-то волнение, внимание со всех сторон. Я выхожу на улицу, салам алейкум, баке, поздравляем. Да, поздравляем, соседи. Приятно, конечно, приятно. Волнений нет, просто приятно. Да, я им горжусь. Я горжусь своим ребенком, что он прославил страну. Он прославил страну. Самый трудный выбор, я считаю, у него в жизни был этот либо милиция, либо спорт. Он здесь очень сильно переживал. Я молчал, я не говорил, я через нее всегда действовал. Я говорю, иди спроси, вот так спроси, мне приди, скажи.
Она пойдет, спросит, он говорит, он еще не решил, он думает. Но я смотрю, очень тяжело. Вот этот выбор у него был самый тяжелый в жизни, вот этот выбор. Те люди, которые со Всевышним, веруют в Него. Мне кажется, звезду поймать таким людям просто нет. Я даже на 100% уверен, они этого не сделают. Они будут как обычные спортсмены. Чего бы они бы не достигли, каких бы вершин, я думаю, это будут обычные спортсмены, обычные люди. И вот это вот чувство, вот я знаменитость, мне кажется, у этих людей этого нету. Я думаю, счастливы, 2 сына есть, жена есть, мама, папа есть, сестренки есть, семья, слава Богу, все нормально. Я думаю, как сказал Леонов, актер, этот джентльмен удачи, сказал, счастье, говорит, это я утром встал, пошел на работу, вечером пришел домой в свою семью, дети, я, жена, это счастье. Но это у него тоже есть. Утром встает, едет на работу в Тайгер Муай, тренирует спортсменов, приезжает домой, семья, да, семья, 2 сына. Нет, насчет этого нет. Я вообще не любитель никогда, как сказать по-простому, впереди паровоза бежать. Я этого не приветствую. Все должно идти своим чередом, своим шагом. Пусть он медленный, пусть он большой шаг, пусть он мелкий шаг, но должно идти медленно. Я думаю, иншаллах, мы придем к этому. Я думаю, что все будет нормально. Я надеюсь на это. Мы сделали ему той, он говорит, что надо ехать. Я говорю, все, поедешь. Там собрали сумму. Я смотрю, мало. У нас машина была дома, я пошел, машину продал, я говорю, все, хватит? Он говорит, хватит. И вот так вот он уехал туда. В Таиланд, да, это? Да, в Таиланд, да, это мы когда уже после женитьбы его отправили. Если касается, чего я хочу, да, пусть он мне машину купит одну. Да, и я думаю, да, это у нас... Свое дело, да? Вы его в свое время поддержали? Да. Это так, для шутки, это, ребята, это... Самое главное, что он здоров, жив-здоров. Вот это и есть, наверное, что изменится в нашей семье. Будет какое-то пополнение, да. Вот так, да, думаем, что эти средства, эти деньги, которые заработал Рафаэль, эти деньги вложатся, скорее всего, для Рафаэля, купим ему что-то такое, недвижимость какую-то, потому что это его первый бонус, первый заработок, чтобы это осталось в памяти. В каждом ребенке есть свои качества. Вот если заметил качество такое спортивное, то уже отдавай его в спорт. Если видишь, ребенок, даже у нас в Аилах, видишь, как ребенок сено косит. Например, 10 детей поставь, из них 1 будет как электромотор какой-то. Значит, в нем есть уже спортивные данные. Он сильный, у него сердце крепкое, у него крепкие мышцы. Я так думаю, надо на это внимание обращать, а не делать из ребенка спортсмена или же программиста. Нет, делать нельзя. Он должен проявить себя. Я считаю, чтобы родители смотрели на своих детей. И это качество всегда проявится. Кем он должен быть. Или спортсменом, или программистом. Это качество у ребенка проявляется. Вот тогда уже надо делать упор на это. Все. Если он программист, значит, он должен быть программистом. Ты с него спортсмена никогда не сделаешь.